Здравствуйте. В эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации на базе банков с государственным участием будут открыты центры оказания государственных и муниципальных услуг малому предпринимательству, действующие по принципу одного окна. Это стало известно в ходе совещания у министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина на тему реализации проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в субъектах Российской Федерации». В совещании принял участие исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии Алексей Стручков. Ключевая цель проекта – обеспечить занятость и оказать поддержку субъектам индивидуального и малого предпринимательства. К настоящему моменту готов паспорт проекта, изучаются предложения регионов. Уже осенью этого года в Якутске планируется открытие сервиса «Мой бизнес» для предоставления комплекса услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу одного окна. По словам заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Марины Богословской, благодаря единому окну предприниматели и те, кто только решил открыть свое дело, смогут получить полный комплекс услуг. Мы не должны стоять на месте, поэтому вся инфраструктура предпринимательства не только в республике, но и в Российской Федерации в настоящее время претерпевает изменения с целью стать ближе, доступнее, понятнее для бизнеса. Ближайшая задача, которая стоит перед нами, это открытие нового фронт-офиса по типу МФЦ «Мои документы». Важно объединить все меры государственной поддержки, услуг и сервисов для малого и среднего бизнеса на единой площадке, сообщила замминистра. Месяц назад Министерство инвестиционного развития и предпринимательства республики было преобразовано в Министерство предпринимательства, торговли и туризма. Преобразование прежде всего направлено на ускоренное социально-экономическое развитие региона, сообщила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Марина Богословская в ходе брифинга 11 июля. На министерство возложены полномочия в области торговли, регулирования алкогольного рынка, деятельность по развитию туризма, оценка регулирующего воздействия и конкурентных рынков. В настоящее время идет согласование положения деятельности министерства, а также утверждение штатного расписания и новых структур, пояснила Богословская. В Федеральной информационной системе на Дальний Восток РФ зарегистрировано 119 582 заявки на получение земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар». Выдано более 42 100 земельных участков. Больше всего заявок приходится на территорию Приморского края, свыше 47 500 заявок. На втором месте по привлекательности находится Якутия, где подано около 20 500. На третьем месте Хабаровский край, около 17 500 заявок. На четвертом месте Сахалинская область, почти 16 000 заявок. 40% участников программы планируют построить жилье, 29% выбрали сельское хозяйство, порядка 15% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство, около 10% берут землю для отдыха и рекреации, 6% выбрали другие виды предпринимательской деятельности, такие, например, как кафе, магазины или заправочные станции. Все дополнительные ресурсы, которые Пенсионный фонд Российской Федерации получит от изменения пенсионного законодательства, будут направлены на индексацию пенсий, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов на заседании Общественного совета при Минфине. В случае принятия предложенных правительством изменений в пенсионной системе, собственные доходы Пенсионного фонда Российской Федерации, то есть без учета трансфертов из федерального бюджета, будут устойчиво расти. Если в 2018 году, по оценке Минфина, они составят 4 триллиона 880 миллиардов рублей, то в 2019 году предполагаемый первый год поэтапного повышения пенсионного возраста вырастут до 5 триллионов 170 миллиардов, в 2020 году до 5 триллионов 420 миллиардов, а в 2021 году до 5 триллионов 800 миллиардов рублей. Жители страны стали активнее гасить кредиты досрочно. По одной только ипотеке доля заемщиков, расплатившихся с банками раньше часа X, за 3 последних года увеличилась более чем вдвое. Такой вывод можно сделать из расчетов аналитиков Объединенного кредитного бюро. Рост доли досрочников наблюдается практически во всех видах кредитования. Больше всего таких заемщиков в сегменте кредитов наличными. Следом идет автокредитование, ипотека и посткредиты, то есть займы, которые выдаются для покупки конкретного товара и оформляются непосредственно в торговой точке. В то же время за первые 5 месяцев этого года российские банки выдали потребительских кредитов на сумму более триллиона рублей. Рост к прошлому году составил 27,3%, сообщило Национальное бюро кредитных историй. После некоторого перерыва к кредитам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.